что за дом стариков? Я знаю, что дом престарелых. Он говорит, нет. Думал, но потом все согласился, привели. Здесь я ничего такого хорошего не увидел. Разваленный, не то что разваленный, безобразный такой, запущенный. Везде ничего, везде течет, везде там спотыкаются, и ходят какие-то заболоченные какие-то участки, здесь болото, змеи, болото. И там. Потом что, раз поставили, надо же делать. Я изучил, уже понял, что здесь, чем они занимаются, я изучил. Думаю, с чего это надо уже благоустройство, надо для них условия создавать. К особенностям состояния здоровья пожилого населения Кыргызской республики относится высокий уровень заболеваемости, первичной инвалидности и смертности, превышающий эти же показатели трудоспособных жителей в 30 раз. 75% кыргызстанцев старше 70 лет являются постоянными посетителями врачей. Для начала визитная карточка героя нашего репортажа – Турман Керимович Майтиков, сторонник активного долголетия людей, достигших преклонного возраста. Считает, ответственность за качество собственной жизни и его благополучие – дело не только пожилых людей, но и государства. И на своем посту директора Бишкекского геронтологического центра «Ардагер», кстати, единственного социально-медицинского учреждения в республике, он делает все для предоставления комфортной жизни сегодняшним обитателям Ардагера. В последний период изменилась сама тактика ведения отношений к пожилым. Начали, в частности, у нас сразу возобновили этот геронтологический центр. Сама геронтология, вы знаете, это в переводе с греческого, это старость. Геронтология – это наука. Наука старости. О старости. О проблемах старости, борьба со старостью. И туда добавляется это лечение, профилактика, диагностика людей пожилого преклонного возраста. Геронтологический центр «Ардагер» был открыт в 1994 году по инициативе мэрии города Бишкек и содержится за счет средств городского бюджета. И, соответственно, здесь могут отдохнуть и поправить свое здоровье только пенсионеры Бишкека. Центр рассчитан на прием 80 человек. Ежегодно в нем отдыхают около 1000 столичных пенсионеров. Пожилых людей где-то приблизительно около 1 миллиона она идет. Есть учтенные, неучтенные, и по городу Бишкек то же самое. Если 84 тысячи весенних, которые по статистике, которые зарегистрированы пенсионеров, где-то свыше 100 тысяч, около 200 тысяч есть такие люди, которые возрастные, в преклонном возрасте люди. В стране, отдавая дань злободневным проблемам, в том числе и касающихся жизни пожилых граждан, создаются разного толка концепции для улучшения качества жизни пожилых людей, но реализация их несколько хромает, судя по не совсем удачным результатам. В частности, на сайте Министерства труда и социального развития невозможно найти информацию о всех доступных пожилым людям социальных услугах. Не предоставляются контактные данные районных отделов социальной защиты, дневных центров пребывания для нуждающихся. Это единственный центр в Киргизии. Вообще она была открыта в 2015 году, она была один из первых в Центральной Азии. Наш визави по призванию врач всю свою жизнь посвятил лечебному делу. Сегодня у него новая возможность, следуя принятым в мировом пространстве доктринам поддержки активного долголетия, внести свою лепту в дело поддержки концепции по улучшению качества жизни пожилых в должности директора единственного пока в республике центра, занимающегося проблемами пожилых людей. Мир меняет свое отношение к проблемам пожилых людей, но пока только единственно в республике, в этом скромном и доступном пока только нескольким сотням пожилых людей геронтологическом центре следует рекомендациям международного мадридского плана по проблемам старения. Изучают и применяют на практике клинический протокол по вопросам специфики лечения и реабилитации пожилых людей. Руководит этим учреждением человек, влюбленный в свое дело.
человек, умеющий сострадать проблемам нуждающихся в добром отношении пожилых людей, сумевший талантливо создать уют и теплоту, подаривший вкусную жизнь представителям старшего поколения на время их пребывания в этом пансионе. Конечно, патронаж мэрии, поддержание геронтологического центра невозможно отрицать. Финансирование проводится на должном уровне, подчеркивает директор. Достаточное финансирование позволило восстановить центр в статусе медико-социального учреждения реабилитационного типа с предназначением для решения проблем пожилых жителей столицы. Ветераны труда, Заслуженные. заслуженные люди, заслуженные архитекторы, заслуженные учителя есть. Но среди них есть простые горожане, пенсионеры, которые всю жизнь трудились добросовестно, вышли на пенсию. Вот. Поэтому где-то 15% она добавкой такого контингента. А в основном заслуженные люди, ветераны труда. Геронтология, как наука, появилась благодаря усилиям русского врача Ильи Мечникова. Наука, исследующая проблемы здоровья пожилых людей. Пока с этим вопросом не все гладко в стране, хотя в первом пункте 53 статьи Основного закона страны Конституции прописаны гарантии социального обеспечения в старости. Установленные законом гарантии равноправия и недискриминизации по возрастному признаку, невзирая на строгость закона, остаются общими и декларативными. Ардагер является муниципальным учреждением мэрии Бишкека. Огромной удачей можно считать подбор его руководителя. Роль личности в данной истории никак не перечеркнуть. Хотя сам наш герой о том, что займет такую должность и прикипит к ней душой, и ни сном, ни духом не предполагал. Здесь получает полностью медицинскую, психологическую, юридическую, весь комплекс помощи, понимаете? Сначала было слово «библейская мудрость», а в нем истина. Это сейчас на благоустроенной территории Розарии дворцовый антураж. Когда принял должность, из-за пожара на кухне супы варили на улице, как погорельцы на костре. Впрочем, дальнейшую историю из первых уст. На улице поставили казан, и там варят этим бедным, этим пожилым людям. А я говорю, что варите? Он все сгорело, нету. Я на свой день купил им печку одну, такую примитивную. И с этого и началось. Потом этот начали варить, и потихоньку. Очень была сильная борьба, очень тяжело, очень была сильная война. И в конце-то концов... Война с кем? Со всеми, везде, с правительством, с администрацией. Никто абсолютно это для них было... Что это? Нет, не то, что помогает. Они, оказывается, это не знают, что это такое вообще. Это надо им объяснить. Я когда 45 депутатов собрал, я начал объяснять, они не понимают, что это такое. Ну и что говорить? Молодые, здоровые. Да, молодые все это. Они не знают, что завтра... Да, я говорю, слушайте, ваши отцы, деды могут, их надо как-то поддержать. Я говорю, это не дом престарелых, но надо поддержать здоровье, продлить немножко жизнь. Пусть они воспитывают ваших внуков, пусть около вас в здравом смысле здоровья ходят, говорю. И в конце концов услышали, оказывается, можно убедить людей. Человек без мечты, что птица без крыльев. Турман Керимович мечтает о многом. Например, чтобы у нас был построен республиканский геронтологический центр, как, например, в Астане. Все бесплатно основе. Трехразовое питание, все комплекс лечения, массаж, физические методы лечения, культурно-массовые мероприятия здесь, бильярд, мэр поставил бильярдный стол, все другие там компоненты игры там вывозятся так за пределы, мы заказываем в мэрии автобус, вывозится там на экскурсии туда-сюда. То есть полностью психологическая разгрузка, приятное времяпровождение, тоже здоровье. Это тоже один из компонентов здоровья. И этот комплекс полностью этого лечения, помощь, все это комплекс, в конце-то концов, она составляет что? Профилактика этих хронических заболеваний. И продлевается что? Иммунная система. Если повышается иммунная система, то и продлевается жизнь.
В стране каждый день открываются детские, общего профиля, узкой направленности медицинские учреждения, но пока не построено ни одной больницы для пожилых людей геронтологического профиля, как, например, у наших соседей в Казахстане. У пожилых людей само процесс лечения совсем другой немножко. Там и лекарства, дозы другие, само заболевание по-другому протекает, понимаете? Можно ошибиться, поэтому это надо конкретно этим заниматься. Спасибо, уже поняли, до правительства дошли. Потом, ну кто мне даст, вот посмотри, 20-30 штатов. Если вот посчитать, то надо, оказывается, 96 штатов. Это чтобы истинно что-то. Ну, я потом попросил хотя бы 70. Это сколько было? 30. 70. А сегодня сколько? Сейчас 70. Ну, далее. От такой лечебницы потребуется повышение качества медицинских и социальных услуг и совершенствование подготовки специалистов по геронтологии и гериатрии и создание соответствующих медико-социальных служб. Проект такой лечебницы уже одобрен мэрией. Сама геронтология, это, современным языком, это такое учреждение, где в какой-то мере идет процесс продлевания жизни пожилых лиц. А без этого комплекса нам нельзя. Остается открытым вопрос, а что ожидать оставшимся 730 тысячам пенсионеров республики? У нас это обосновалось, открылось, все стало на место. И сейчас, я думаю, не то, что процветаем, а мы доделываем или как-то вот хотим, чтобы она была выше, как положено она должна идти. Почему в Бишкеке есть, а по республике нету? Старики страдают. Страдают. Ну вот недавно были депутаты здесь, Оркиныч, 15 штук, но они хотят такое ваше. Пока число предлагаемых Министерством социальной защиты мер по совершенствованию и расширению услуг системы здравоохранения для пожилых людей с учетом особенностей здоровья и течения заболеваний вошли в разработку различных концепций об активном долголетии, благополучно находятся на стадии разработки. Пока различным зарубежным делегациям, как точку исполнения рекомендаций Международного мадридского плана по проблемам старения, показывает Бишкекский геронтологический центр. Сама геронтология состоит из 3 частей. Это стационар, поликлиника и социальный. Социальная структура есть, и стационар тоже есть. А вот поликлиника с реабилитационным отделом его нету. Вот мы хотим именно вот здесь, вот где вот место есть, вот здесь где-то рассчитываем на 3 этажа. Проект сейчас сам готовится. Ну, есть кое-какие нюансы, сейчас надо уточнить. Там, с мэром, со всеми, и здесь она будет. Внутри будет прием вести врачей, будет дневной стационар, УЗИ, там, обследования кое-какие, что необходимо для пожилых людей города. Бишкек впереди всей страны. Успел создать безопасную и комфортную среду в этом учреждении для продления трудовой деятельности пенсионеров, используя их опыт и ответственность в четкой работе этой системы социального обеспечения. Я вообще не любитель менять сотрудников. Знаете, все люди одинаковые, только им надо дать правильное направление, и все будут нормально работать. Там, вот я не верю, вот команду свою приводить, нет, команду с этих же людей можно составить. Именно они, сотрудники этого центра, обеспечили комфортные условия в осуществлении нормальной повседневной деятельности геронтологического центра. Здесь кормят вкусно, лечат профессионально, занимают досуг интересными занятиями. В общем, здесь очень хорошо гостям, потому что руководит всем этим хозяйством человек, который сам, невзирая на свой возраст, из когорты людей, молодых духом, полных энтузиазма. Мы хотим сделать как в мировой практике, как она должно быть. Как она должно быть, и все. Не просто так вот. В 2015 году открыли, вывеску поменяли, и вот журналисты что написали? Открыт геронтологический центр, только поменяли вывеску, и все. Мы не хотим этого, она должна функционировать как положено. Вот к этой цели идем.
Рядом создана им команда людей в возрасте, но в трудоспособности они дадут фору молодым. Эти люди служат примером молодому поколению, которые вряд ли смогут осилить их ношу. Впереди их ждут новые горизонты расширения городского геронтологического центра с лечебным направлением. На этой мажорной ноте мы прощаемся со своими зрителями. До следующей встречи.